Виталий Леонидович, спасибо большое, что нашли время. Всегда рады, приходите, мы команда открытая. Я читал ваше интервью по итогам прошлого сезона в АТРА. Вы можете как-то сравнить условия, которые есть у клуба, которые были в АТРА и здесь, в Туране? Нет, если тяжело сравнивать, потому что я еще там не был. Понятно, что стадионы разнятся там. Мы тренировались там в АТРА на искусственном поле, здесь натуральные поля. Понятно, что в каком-то мере там может и лучше, да, то есть я думаю, что в Туркестане, да, но в целом там были условия, мы тоже когда пришли, много было нюансов, и мы вместе работали и с руководителями, в этом плане тоже было взаимодействие, в плане тоже медицины, это очень важно. Плюс мы когда пришли, не было системы контроля футболистов, такой, которая хотя бы более объективная, да, то есть она у нас появилась, то есть, да, которая сейчас там есть тоже. Многие нюансы там для тренировок, там, да, то есть пока здесь в этом моменте ничего нету такого, да, но есть разговор, есть понимание, что мы к этому будем идти. То есть, что мы будем улучшать, потому что даже вот мы приехали, мы очень в хороших отношениях остались и там и с Трельским штабом, и там с Горовенко, там, да, он и его штаб, то есть мы там списываемся всегда, там друг другу приветы передаем, там приезжаем там друг к другу, так что у нас хорошие отношения, и мы сейчас ездили тоже в отель, общались, то есть и на игру я приезжал, как бы, было интересно, потому что в каком плане, что уже приехали, смотришь там, чуть по организации, выше организации, потому что это уже было там, да, там и квадрокоптер, это то же самое, тактику снимать и так далее, то есть, это важно, то есть, кажется, мелочей не бывает, потому что это нюансы для работы, то есть это очень важны. Так что там понятно, что на данный момент лучшие моменты, да, которые, я надеюсь, что мы к ним тоже придем, и будем двигаться только вперед, как бы понятно, что такого не бывает, раз себе все сделали. Нет, и мы понимаем, и есть понимание, что как двигаться дальше, то есть и в этом, как вам сказать, я тренер, который, наверное, на разных уровнях поработал. И я всегда вхожу в понимание. То есть я работал там, уровней ниже нету даже, да. То есть я вот постепенно шел, и я понимал, в какой момент, и работал в топ-клубе, да, то есть еще на тот момент, да. В принципе, наверное, сейчас и остался имя, да, но и все равно тогда еще была эта команда, которая боролась за высокие всегда места. И я понимаю, что ты должен уметь и понимать, работать в разных ситуациях, если ты подписал контракт. То есть, если ты подписал, если ты договорился, все, уже назад пути нет, ты должен работать, улучшать и быть готов ко всему. Вы можете сказать, что вы уже адаптировались к казахстанскому футболу за эти годы? Это важно было, потому что я приехал первые 3-4 месяца, было сложно понять, причем во втором круге приехал, там, очень сложно было, много нюансов. Сейчас, да, адаптация прошла, уже знаешь стадионы, знаешь футболистов, оппонентов то же самое, так что уже понимание есть, то есть уже привык, и я говорил и в Беларуси в интервью, что приоритет остаться в Казахстане. То есть у вас был приоритет уже когда с АТРА стало понятно, да, что у вас заканчивается отношения, именно остаться, да, как-то? Да. Я хотел работать в Казахстане, как бы узнал лигу, понимая, что есть определенный опыт, и я вижу, что я здесь как бы, меня понимает, и я понимаю, так что как бы нормальная работа. Так что. Мы сейчас видим некий тренд, что тренеры из чемпионата Беларуси, скажем, чего-то добившись, они перебираются в Казахстан. Вот вы можете как-то сравнить эти два турнира, что у них есть общего, чем отличается? Это как американские горки. То есть, у нас, конечно, очень классная инфраструктура. То есть, да, у нас стадион сейчас, в каждом областном центре есть хороший стадион с травяным покрытием, плюс даже вот если в зимнее время там взять, есть в каждом областном центре есть манеж, да, то есть и сейчас в Минске будет открыт в этом году кубок, проходить финал кубка, будет открываться национальный футбольный стадион, огромный, красивый, там, я уже не помню, там больше, там по 30 тысяч, наверное, зрителей, то есть, это супер современный стадион, и рядом с ним был такой, как бы, старичок, где играла и Минские дела, многие команды, и его чуть реконструировали немного, там поле всегда было хорошее, как бы, то есть, еще, можно сказать, плюс 2 стадиона, то есть, хорошая структура, здесь с этим, конечно, есть проблемы, но вот у нас, благо, что в Туркестане есть хороший стадион,
слышал заявление, видел, что и глава государства, да, говорил об этом, и что надо улучшать инфраструктуру, да, и я вижу, что во многих областях строятся стадионы, это хороший тренд, это очень важно, знаете, как говорят, не будешь строить стадионы, будешь строить тюрьмы, да, то есть есть такая поговорка, да, то есть и это, ну, это хорошо, что в Казахстане идет, а так сложно, почему? Потому что очень много, смотря сколько легионеров, чем меньше легионеров, тем меньше сразу проседает чемпионат, то есть его качество снижается сразу же, понимаете, то есть и Еврокубки, и все, то есть и сейчас у нас на поле там 4 легионера, и, понятно, в команде 6-7, там больше нет смысла их просто, ну, как бы держать даже, да, то есть здесь больше легионеров, здесь чуть выше уровень из-за этого, и как бы, ну, я считаю, что на сегодняшний день есть хорошая площадка для развития, да, казахстанского футбола, но вот нужна, конечно, инфраструктура. Нужна инфраструктура, без нее ты, ну, далеко все равно не уедешь. Но я опять же говорю, повторяю, что я вижу, что она улучшается. А не могли бы вы немного про состав Турана рассказать? Потому что даже если брать тот же Трансфермаркт, там очень старая информация. Вот кто будет в основе, какие легионеры уже есть? Может, я вам честно скажу, что я не могу дать вам такую информацию. Почему? Потому что, первое, еще не заключены контракты. Есть футболисты, которые вот сейчас руководитель работает в этом направлении. Когда будут уже заключены контракты, тогда можно о чем-то говорить. Пока это все преждевременно. А стоит ли ожидать появления белорусских футболистов в команде? Они уже есть. Ну, Хацкевич, да, я так понимаю? Хацкевич, нет, Хаткевич. Хаткевич, да. Юзенков Руслан, Васька наш друг, так что, ну, вот 3 человека есть, да. А по остальным как бы еще работа Ну, есть работа, да, есть. Ну, я бы не связывал там, что я белорусский тренер там в Беларуси, то есть, вы же поймите, здесь есть и с России футболисты, не один, да, есть с Узбекистана, ну, то есть с разных стран есть, то есть такого нет, что там я пришел и там куча белорусов, да, то есть, ну, я, допустим, когда работал в Атарау, пришел, допустим, там, если не ошибаюсь, 5 или 6 футболистов было с российским паспортом, но об этом никто не говорил, как бы все спокойно. Когда я пришел первый раз, у нас там сколько, 4, если не ошибаюсь, было белоруса, да, то есть их сразу белорусская команда, то есть, ну, это такое немножко, и в Кайсаре много было белорусов, и, ну, мне не стыдно за белорусов, я могу сказать, как в человеческом качестве, так и в мастерстве, да, спортивном, то есть сегодня там они были все, многие вверху, да, возьмем Громыку, возьмем, не знаю, там, Сигневича, да, там, я не знаю, Стасевич, все это люди, которые там, ну, действительно, и в Кайсаре, там, Юденков, там, ну, то же самое, ну, как бы это люди в своих командах занимали лидирующие, я скажу так, позиции, так что мне за белорусов не стыдно, и если бы качественные футболисты сегодня на рынке были белорусы, я бы с гордостью хотел бы, чтобы они у нас были, но ситуация сегодня такая, что мы работаем вместе и исходим из нашего бюджета, да, клуба, то есть это тоже надо учитывать. Не так часто мы с вами общаемся, поэтому все-таки хотелось бы про прошлый сезон, может, максимально коротко, какие-то 3 момента можете выделить для Атарау, может быть, финал Кубка, что-то про него можете сказать? Вы знаете, я как бы не хотел бы, наверное, эту тему муссировать уже, она уже так в прессе, и, знаете, ну, уже я пришел в другой клуб, я уже другими мыслями, у меня осталась к Атарау большая любовь, потому что я и с удовольствием приезжаю, футболисты, персонал, все это просто, ну, это реальная любовь, которая искренняя, да, то есть и, конечно, это болельщики, которые меня до сих пор поддерживают, до сих пор теплые слова, это взаимность, то есть я уже бы не хотел, наверное, все-таки это комментировать, идти уже, это было вчера, как говорится, надо жить сегодня и сейчас, и вот для меня Атарау, конечно, осталось в моем сердце. Ну, давайте тогда по будущему сезону ваши ожидания. Есть ли какие-то цели уже на данный момент или как бы классические от матча к матчу? Очень сложно, ни классических никаких, нужно собрать команду. Только потом. Сейчас это мы вот в начале пути, да? Причем путь, что, ну, такой, что мы в начале пути. Чтобы какие-то делать выводы, нужно все-таки... Мне хочется с теми же даже, с вами, с журналистами, условно, да, быть компетентным. Но я сейчас не могу вообще ничего сказать. Так что надо спокойно идти, и уже какой-то этап команда сформируется, подпишутся контракты, и можно потом говорить о целях и так далее. Но хочется не быть аутсайдером.
А у вас был такой опыт ранее, вот создание команды как бы на ходу? Ну, во-первых, даже не на ходу, у меня был опыт, который просто, можно сказать, я был как рождал клуб, да, можно сказать. Да, у меня были люди, которые, без них бы я никогда не сделал бы, да. То есть, но я был и директором в клубе, и тренером, и администратором. Ну, то есть, было такое, что вот с низов мы доставали команду, просто рождали ее. То есть, да, где сейчас команда высшей лиги играет, хорошая команда, где есть 500 детей, где есть база, автобусы, машины и так далее. То есть вот это для, ну, я считаю, что это самый большой успех, больше, чем медали. Какие-то там кубки, медали, вот это самое важное. Это, наверное, имело значение тоже при переговорах. Ну, я не знаю, как руководители там, да, как они выбирали тренера, да, то есть, ну, понятно, у меня есть это, и все об этом знают, и как бы я этим горд, то есть, потому что, ну, действительно, это хорошая, красивая история, то есть, знаете, там, ну, которая, ну, я надеюсь, что они будут еще повторяться, и будут рождаться клубы, и вот как тоже, да, Туркестан, да, то есть это молодой тоже клуб, да. Люди, кто его возрождал, это тоже, как говорится, ну, респект, и каждый тренер, приходящий в этот клуб, должен чуть-чуть что-то добавлять, чуть-чуть улучшать, и он будет становиться сильнее, потихоньку расти. Чего не хватает казахстанскому футболу? Да много не хватает. Надо в этом, например, не может такого одного, чего не хватает. Ну, вот вопрос, честно говорю, сложный, абстрактный, начиная от прессы, заканчивая там, я не знаю, инфраструктурой. Тоже, ну как, здесь очень много нюансов, которые можно улучшать. За что вы любите казахстанский футбол? Эмоции. Какой-то самый эмоциональный матч можете вспомнить? Ну, наверное, все-таки Актобе-финал. Кто самый талантливый казахстанский футболист на сегодня? Просто такой вопрос, лучший футболист, либо талантливый, то есть молодой футболист. То есть такой... Ну, давайте про молодого, да, наверное. Ну, давайте возьмем, пусть будет так, если берем молодого, то парень, который сейчас подписал контракт в Челси, пусть будет так. Когда Казахстан попадет на чемпионат мира? Сложный вопрос. Почему? Потому что это очень длинная история и немножко удачи. Самый лучший футбольный стадион Казахстана? Туркестан, арена. А почему? Ну, потому что он более современный и там зеленое покрытие. То есть натуральный газон. Кому вы благодарны за вашу профессиональную карьеру? Ну, конечно, как любой человек, наверное, благодарен родителям, первому тренеру, но в целом я состоялся как тренер, это благодаря вот руководителю Ислачи, Пинчуку Владимиру Ананичу, потому что я 11 лет, он мне давал возможность, он не вылазил никогда в мою работу, и я мог менять любую тактику, я мог делать любую подготовку, я мог брать любых футболистов, то есть он мне давал возможность просто быть творческим человеком, и я в этом плане просто рос семимильными шагами, потому что мне было максимальное доверие. Если бы не футбол, то... Хоккей. Играете? Да. Часто? Часто. Футбол в Казахстане это? Движение. Движение, постоянные разговоры, постоянные обсуждения такого какого-то закулисного, минимально футбола. Журналисты всегда говорят, там сдают игру, там это им отдают. Я выхожу, я каждый раз под стрессом. Играем с Астаной, сдают. Если играем с Елимаем, сдают. Играя с Кайратом, сдают. Играет и вот такое постоянно. А ты ждешь, я думаю, после последнего тура, ты ждешь, думаешь, ну когда-нибудь вот сейчас выйдет, там, перед Астаной, либо перед Кайратом заключительный тур, и выйдет и журналисты скажут, в какой мы тактической системе играем, в какой играет Кайрат, да, как мы будем играть, какое взаимодействие, как мы на стандарты, как... и ты понимаешь, ждешь этого материала. А ты приходишь просто, человек берет в телеграм-канале, садится на толчок, коленка раз, написал за 10 секунд, думает, накинул там, сдача будет матча, все, пошло, все пошли по кругу, в СМИ и так далее, и все, вот он продукт. Но вот он продукт и обтекает все. Это же не только обтекает
футбольный клуб условный, там, да, допустим, Атырау, или там тренеры, это обтекает весь казахстанский футбол. А вот я к вам просьба, вот будет материал, я с удовольствием почитаю, с удовольствием, и мне это будет интересно, даже если будут это ошибки, даже если где-то будет, ну, там, максимально неправильно, я всегда могу, вот, открыт, могу где-то что-то исправить. То есть я бы с удовольствием это делал, вот это нужно улучшать, это я вам честно говорю. А, кстати, в Беларуси по-другому? У нас, да, намного по-другому, с учетом даже были ситуации, где много очень журналистов уехало из-за границы, но все равно даже вот эти молодые ребята или кто остался, они всегда очень большой материал. Даже, ну, посмотрите, я могу сейчас мы можем посмотреть, там, куда Виталий Жуковский уехал, там, да, там, спокойно ты заходишь, там, был в Атырау, был на Западе, уехал на юг. Ну, вот такие материалы. Здесь сегодня пока, ребят, я вам честно, без огромной какой-то критики, я просто хотел бы, что так быть. Я к вам к уважению отношусь. Это всегда журналист, для меня это не личный мой друг, да, а это люди, которые двигают наш футбол. И вы показываете людям, какой он должен быть. То есть, и если его показывают таким, как он есть, он и будет. Если вы покажете по-другому, и все вместе будет, да, то я думаю, что это будет плюс для всех. И, ну, это непросто. Я всегда готов, как говорится, открыт, готов помогать. Спасибо. Самая частая проблема начинающих футболистов? Это, конечно, начинающие, если мы берем с маленького вот возраста, это родители. Это самая большая проблема. Потом звездность определенная, да, и так далее. То есть, ну и смотришь очень часто, что становятся футболисты те, кто голодные. Да, это правда. Главное правило на футбольном поле? Главное правило – уважение. Прежде всего, друг к другу. Чем выше уровень команды, классовой команды, вы сразу это почувствуете. Если вы смотришь вот сейчас медиафутбол, да, там же, ну, как обычно, иди туда, иди сюда, мат-перемат, то есть это тем ниже уровень команды. Чем он выше уровень команды, тем вы увидите уважение к друг другу, там, да, бывает, конечно, там какие-то определенные стычки, но такого вы, ну, как бы, и самое главное, уважение это ведет себя определенным целям, да, и к развитию футболистов, и, то есть, главное уважение и даже и к оппоненту, и, то есть, это очень важно. Понятно, где бывают там стыки, там, ну, друг друга там словами, конечно, ты не похвалишь, но уважение это одно из самых главных качеств. И работоспособность, наверное. Почему нужно играть в футбол? Ну, потому что это номер один в мире вид спорта, и он объединяет, и здесь не нужны затраты там, да, как там, или искать там, как в условный хоккей там, да, то есть здесь вышел, ты можешь босиком выходить, мяч, люди, сами, это сейчас мячи появились много, люди раньше там, не знаю, там, связывали чего-то, играли хоть носками, да, то есть ты можешь играть с ним на пляже, в любом месте, с детьми и так далее. Чем ты первого ребенка учишь, какому виду спорта? Футбол, конечно же, просто начинаешь пинать мяч, можно так сказать, да, так что футбол это все равно во многих странах это как религия, то есть и она двигает вообще весь народ вперед, да, он объединяет, то есть есть вообще, вот государство если взять, да, то есть какие две вещи объединяет, ну вообще даже не то, что государство, людей даже, да, это горе и счастье, да, ну счастье, горе не дай бог, да, там, чтобы его никогда не было. А футбол, он с наиболее количество людей играет в него, и когда есть победы, объединяется нация. То есть и вы были свидетелями, и я был свидетелем, когда Казахстан побеждал даже в играх, да, таких, да. Еще никуда не вышли. Но они побеждали, и это было единение, это был такой прилив, все от этого кайфовали, и люди шли на работу с улыбкой, хотели работать с удовольствием. Так что это очень важно, почему нужно играть в футбол. Последнее, что для вас сегодня футбольный клуб «Туран»? Загадка. Я так скажу, загадка. И хочется эту загадку быстрее разгадать, я так бы сказал.